В Волшебной академии новогодних наук открываются двери для тех, кто верит в чудеса. В главном концертном зале собрались лучшие школьники Башкортостана, чтобы получить награды за свои заслуги и зарядиться новогодним настроением. Впервые за несколько лет на это торжество съехалось около 1000 детей со всего Башкортостана, например, Салаватова, Стерлитамака, Белорецк и многих других городов, чтобы как следует отпраздновать наступающий Новый год с любимыми персонажами. Да, ребят настолько много, что сразу всех не разместить даже в главном концертном зале республики. Сюда приглашены победители школьных олимпиад и спортивных соревнований, отличники учебы. Розалин, ты только что видела Деда Мороза. Расскажи, какое желание ты загадала? Я бы загадала желание пойти на какую-нибудь олимпиаду по астрономии, даже не знаю, на какую-то грандиозную в каком-то там городе, может даже в Москве или в том же самом Санкт-Петербурге. А чем тебя так привлекла астрономия? Но астрономия – это про космос, а космос весь такой загадочный и то же самое завораживающий. Обычно о нем даже сложно и страшно думать, о том, что творится за рамками нашей Вселенной. Расскажи про свои успехи в астрономии за этот год. За этот год я вроде как выиграла республиканскую олимпиаду, заняла 8 место и получила золотую медаль. В этом году я тоже участвовала, но пока я не знаю результаты. На сцене для ребят развернулось увлекательное представление про волшебную академию Деда Мороза. Конечно, не обошлось без Бабы Яги, Снеговика, Тетушки Зимы и других сказочных персонажей Нового года. Зрители также стали участниками сказки. Они и пели вместе с героями и танцевали прямо со своих мест. Кстати, в зимние каникулы эту сказку могут посмотреть все желающие, но сначала те, кто хорошо вел себя весь год. Расскажи, в какой области ты победила, чтобы попасть на елку главы республики? Я стала призером по республиканскому этапу по Олимпиаде математику Кубка Гагарина. Математика для меня это очень интересный предмет в школе и вообще. Я его обожаю с 6 лет. Как тебе вообще само новогоднее представление? Новогоднее представление было очень интересным и развлекательным. Расскажи, что конкретно тебе понравилось в елке главы республики? Мне понравилось очень... Я пришла сюда первый раз, и это было очень грандиозно. И как раз мне исполняется 12 лет в этом году, и как раз год кролика. Меня пригласили как раз на мой год. Любой желающий попасть на этот утренник не сможет, а оказаться на нем можно только если целый год отлично учиться и успешно участвовать во всех научных и спортивных мероприятиях. Ребята получили подарки: рюкзак с мягкой игрушкой, книжку и сладости. Оказаться на этом утреннике – это уровень, отличники учебы, победители олимпиад и спортивных соревнований здесь. Сам Дедушка Мороз пришел поздравить их с наступающим Новым годом. Так что вы теперь знаете, к чему стремиться в 2023 году. Оскар Николаев, Азат Петров, специально для ГР Новостей.